А вы когда-нибудь оставались в университете допоздна? Нет? Тогда сейчас мы вам покажем, как проходит новогодняя ночь в Институте гуманитарных наук. Началась ночь с общего сбора в актовом зале института. Ведущий и председатель студсовета поздравили гостей с наступающим Новым годом и пожелали хорошо отдохнуть на вечере. Хочу поздравить вас всех с наступающим, какой наступающий, пока только приближающимся Новым годом. Еще нам всем предстоит сдать зачеты, и только потом поедем домой. Программу новогодней ночи готовили 2 недели. В нее вошли 5 станций: кинопоказ, кажется, нащупал, новогодний блиц, новогодние истории, что было дальше, и фотозона. Чтобы мы были все-таки больше каким-то объединением, а не просто людьми, которые находятся в одном учебном учреждении, чтобы мы знали друг друга, чтобы чаще проводили время, а не где-то дома за компьютером. Это же намного веселее. Ребята посмотрели мультфильм «Новогодняя история Микки», отгадали на ощупь разные предметы и еду, проверили свои знания по новогодней тематике, рассказали истории празднования, пофотографировались и потанцевали. Мне, в принципе, все зашли такие прикольненькие. Ну, вот киношка ламповая была такая. Еще такие короткометражки добрые, рождественские, прям заряжают позитивчиком. Потом вот, что, кажется, нащупал, тоже веселенькая такая была. Особенно, когда в конце мы начали разводить уже людей и говорить, что там какая-то жесть, они так пугались. А так в целом, ну, все нормально. На закрытии новогодней ночи подвели итоги конкурса костюмов. Победителем стала студентка первого курса медицинского института Айдана Калмуратова. Девушка выиграла худи от института и купон на Додо-пиццу. Я думаю, что такие встречи, они объединяют людей. И также эти встречи направлены на то, чтобы провести время весело. Вот, особенно тем, кто не знает, как проводить свое время по субботам. Завершился вечер мини-дискотекой. Софья Мальцева, Полина Холодова, Олег Хохлов, учебное телевидение СГУ.